Брифинг был посвящен итогам деятельности организации за первое полугодие, проблемам и достижениям подразделений Черноморэнерго. Со слов руководителя филиала «Энергосбыт» Инала Лазба, показатели собираемости за полгода оставляют желать лучшего. Согласно сводному отчету о реализации электроэнергии, с 1 января текущего года по сегодняшний день собираемость составила 46%. Если говорить в цифрах, то начислено электроэнергии было на 355 миллионов рублей, а собрали всего 143 миллиона. Собираемость по районам составила Ачимчирский район 23,9%, Сухумский район 27%. В других районах показатели выше 30%. А вот если, скажем, брать отдельно по населению, то за эти полгода население потребило электроэнергии на 250 миллионов рублей. А оплатили всего 75 миллионов рублей. То есть долг населения всего лишь за вот небольшой промежуток в полгода составляет 175 миллионов рублей. Инал Лазба убежден, что разработанный комплекс мер как правительством, так и самой организацией поможет выровнять сложившуюся ситуацию с неуплатой за потребляемую электроэнергию. Контрольно-рейдовые мероприятия позволят выявлять злостных неплательщиков. Помимо этого, позволяет следить за своими же контролерами, дабы исключить коррупционную составляющую. Что касается коммерческих организаций, то после 2 официальных предупреждений их будут отключать от сети. Если вышеперечисленные условия не будут выполняться, будут составляться дела и отправляться в суды. И сейчас с этого месяца я хочу как раз предупредить все коммерческие структуры, это не касается бюджетных, конечно, именно коммерческих. В случае непредоставления графика, игнорирования наших писем, игнорирования подписания актов сверок и так далее, мы будем направлять в банк инкассовые поручения, то есть выставлять инкассу. Чтобы было понятно, это автоматическое списание со счета абонента средств в размере задолженности. То есть, обращаясь к коммерческим структурам, хочу еще раз призвать у тех, у кого есть задолженность, обратиться к нам, чтобы не попасть в такую ситуацию. Потому что мы также сами понимаем, что это может определенным образом финансовые неудобства доставить нашим абонентам. Но у нас выхода нет, мы должны предпринимать все имеющиеся средства. После того, как вступит в силу новое постановление Кабинета министров о мерах развития энергетической отрасли и улучшения показателей собираемости, будут созданы энергетические комиссии по районам. Анализируя в целом списки должников и так далее, вот я как человек новый, в этой сфере, пришел к выводу, что достаточно часто встречаются в списках должников люди с высоким достатком, бизнесмены, состоятельные бизнесмены, политики, общественные деятели состоятельные. На самом деле, меня, как нового человека, может, я не знаком был с этой сферой, эта ситуация меня с одной стороны шокировала. Потому что я вижу, как люди-пенсионеры, они снимают свою пенсию с кассы, и там же идут и оплачивают 400 рублей по нормативу, за 1000 киловатт, как мы начисляем, за электроэнергию. При том, как бизнесмен, который, по сути, зарабатывает деньги на нашей энергетике, по сути, паразитирует на этой системе и не считает нужно платить. Такие случаи тоже имеют место, и мы проводили совещание, мы всерьез задумываемся о том, что мы будем озвучивать имена неплательщиков в прессе. Конечно, если такое решение будет, при этом уведомив их заранее о том, что эта мера может их постигнуть. Руководство энергосистемы рассчитывает на то, что после завершения курортного сезона многие смогут погасить свои долги и, естественно, показатели собираемости значительно повысятся. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.